يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام. هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام. هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين. والله جل جلاله صلى عليه وسلم. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهيم. والله جل جلاله صلى عليه وسلم. صلى عليه وسلم. ذاك الذي رب العلا Ассаламу алейкум ва рахматуллах, уважаемые телезрители. Вот мы и доехали в славный город Грозный, сердце Чечни. И находимся мы в прекрасном месте, можно сказать, жемчужине этого прекрасного заново возрожденного города, новой красивой мечети, названной имени шахида, муфтия Чечни Ахмада Хаджи Кадырова. Вы можете за моей спиной видеть сейчас очень много наших братьев из Дагестана, которые приехали сюда, в этот город, чтобы соприкоснуться с нашей историей, с историей ислама. Дело в том, что вы, наверное, уже слышали, здесь сейчас находятся некоторые вещи нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, можно сказать, реликвии ислама. И, конечно же, мы оставили такой долгий путь для того, чтобы наши сердца вдохнули из аромата нашего любимого посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и чтобы сердца наши наполнились верой и любовью к нашему благословенному пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Мы сейчас попытаемся пройти внутрь и показать вам, что происходит внутри.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا. صل وسلم يا رب على حبيبك محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. آمين والحمد لله رب العالمين. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بعدد أوراق الأشجار وأمواج البحار وقطرات الأمطار. واغفر لنا وارحمنا والطف بنا يا إلهنا بكل صلاة منها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. Чтобы каждый, чтобы молился, лам сделал все это, чтобы все были хорошие. Дагестан, чтобы все были хорошие. Это наши братья. Конечно. Вы наши братья, мы одно и то же. Одна семья. Мы должны быть, любому человеку мы должны быть честно относиться и готовы помочь любому человеку. Мы честно должны относиться. Вам большой баркала. Пусть Аллах будет доволен. Пусть Аллах будет. Ассаламу алейкум. Еще раз, вот мы нашли нашего многоуважаемого имама города Буйнакска, который тоже приехал в славный город Грозный. И хотим, чтобы он с нами
поделился ощущениями от зиарата, пожалуйста. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулилля, амма ба'д, ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракату. На самом деле, этим зиаратом мы получили большой духовный заряд, потому что увидеть частицу посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, это подобно тому, как увидеть самого посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Поистине, получить такой баракат, это большая милость Аллаха, которую Аллаху Та'ала дал сегодня нам почувствовать ее. И мы просим Аллаха, чтобы Аллаху Та'ала каждый год нас радовал зиаратом самого посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в Медине. Мы желаем бараката этих реликвий, которые имеются здесь в мечети, и волоса, и халата, и рукава, и волос, значит, с головы, значит, с бороды, значит, с тела с посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Мы желаем, чтобы этот баракат распространился и на Чечню, и на Дагестан, и на весь исламский уммат, и чтобы мы получили баракат, и это нам дало еще больше силы следовать за сунной посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, больше его любить, больше его вспоминать, и, значит, быть верными, послушными, покорными, значит, членами уммы посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Что бы вы хотели от себя лично, пользуясь случаем, нашим братьям и сестрам, пожелать, пожалуйста? Я желаю крепкой любви к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, потому что любовь к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, это является фундаментом нашего имана. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе достоверном, в хадисе говорит: «Ла юмину ахадукум, хатта акуна ахабба илайхи мин валидихи ва валадихи ва наси аджмаин». Ни у кого из вас вера в Аллаха, говорит, не станет полноценной, пока вы не станете меня любить больше своих родителей, больше своих детей и больше всех детей. Пока мы не полюбим посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, наш иман не является полноценным, поэтому то, что является причиной для увеличения любви, мы должны, значит, использовать все эти причины. Одной причиной является, чтобы мы побольше читали пророка, алейхи салату вассалям, салават. Второй причиной является, чтобы мы читали историю посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Третьей причиной является, чтобы мы читали и изучали достоинства, значит, качество характера посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И чем человек больше будет знать историю, чем больше человек будет знакомиться с личностью посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он без всякого сомнения будет каждым днем больше и больше приумножать свою любовь. И, естественно, от этого будет зависеть, полноценный у него иман или же нет. Ислам Хаджи, вот еще вот такой момент. Вот, если вот простой мусульманин оставит такой долгий путь и приедет сюда, допустим, да, вот можно с уверенностью сказать, что при правильном подходе вот, и его вера станет больше и чище вот, благодаря вот этому месту. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе говорит, в достоверном хадисе: «Ман зара кабри ваджаба лаху шафаати». Тот, кто посетит мою могилу, то для него, говорит, становится обязательным мой шафаат. Те, кто посещает частицу пророка, алейхи салату вассалям, здесь в Грозном, они посещают, значит, с намерением, что мы посещаем частицу посланника Аллаха, мы посещаем самого пророка, алейхи салату вассалям. И должно существовать, иметься, значит, в каждом сердце ощущение, что мы идем к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, потому что здесь находится его частица. И, значит, он удостаивается шафаата посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. А, значит, алимы говорят, поясняя этот хадис, если, говорит, для того, чтобы тебе стал, говорит, обязательным шафаат пророка, алейхи салату вассалям, ты, говорит, должен быть мусульманином. Не мусульманину шафаат не бывает. Если посланник Аллаха сказал, что тебе будет шафаат, это означает, что ты умрешь в исламе. Поэтому все, кто посещает этот зиарат, иншаллах, для них будет шафаат посланника Аллаха, очищение от грехов, значит, получение бараката. Мы знаем из Сахих аль-Бухари и Сахих Муслим, они переполнены хадисами посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, где асхабы, они дрались, значит, соревновались между собой, чтобы получить ту воду, которую посланник Аллаха совершал омовение. Чтобы чтобы только лишь на руки асхабов падали волосы пророка, алейхи салату вассалям, когда совершали стрижку. Поэтому ни один волосок на землю посланника Аллаха не упал. Ни одна, значит, вода после омовения на землю не была пролита, кроме как это все попадало. Или же пили эту воду асхабы, или же мазали эту воду асхабу, значит, на свои тела, чтобы, желая получить баракат посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И, иншаллах, все, кто сегодня придут на этот зиарат, в полной мере, иншаллах, получат баракат посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Вам большое баракаллах. كالنور في جنح الظلام
الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد